короткого перерыва начала клевать. Странно. Теперь за нижнюю взяла. Все время за верхнюю брала. Видите, он сразу клюет. Ух ты, ничего себе, какой идет, а? Какая сорога идет. Вот это да. Вот это да. Обалдеть. Вот это дядя. Смотрите, какая здоровая сорога. Так, давайте я сейчас освещение включу. Вот это сорога. За нижнюю взяла. Вторая уже за нижнюю берет. Угу. За верхнюю. Ну что, уже стемнело. Думаю, жерлицы уже можно снимать. Смысла нету их там держать. Иначе они вмерзнут вообще за ночь. Хоть завтра и тепло обещает, 27 градусов. Ночью-то все равно минусы давят. Угадайте, куда ездил? Правильно. Проверять перемет. Угадайте, что поймал? Правильно, ничего. Да я его даже выдавливать не стал в этот раз. Одну прорубь выдолбил. Приподнял маленько рукой, потрогал. Не чувствую никакого движения. Обратно. Закинул и поехал домой. Латочку. Уже больше недели езжу, ничего нету. Поэтому рыбы тут нету. Налима пока что. Поэтому вообще можно не... Завтра перемет снимаю уже. Налим припозднился. Нынче не взял я его. Ну, ничего страшного. Невелика беда. Так. Ну, невелика беда, друзья. У нас и в палатке неплохо клюет. Сейчас закинулся. Первую закинул, сразу поклевка пошла. Не успел засечь. Так, вторую берем.
О, понеслась. Это на жерлицу. Будем жерлицу ставить, значит, тут вообще жерличный идет. О, 100% жерличный. Прям на 100%. Наконец-то вытащил. Вот такая мелочь, шелупо не дергает. Ну что это? Ну это жерличный. Завтра жерлицу в другое место буду переставлять. Сегодня только одна щука. Готовим еду и ловим рыбу. На ужин сегодня ничего оригинального. Макароны с тушенкой. Только тушенки 2 банки. И без жира. Без жира. Ну и конечно же, друзья, классика жанра. Установка жерлиц перед сном прямо в палатке. Мне очень нравится устанавливать в палатке перед сном жерлицы, потому что утром иногда бывает, что они срабатывают. И это очень приятно бывает. Даже не успев проснуться, уже вытащить какой-нибудь неплохой трофей. Так. Сегодня я буду ставить 2 жерлицы в пол воды и получается прямо у дна. Чтобы меньше ерзал. Итак, друзья, неплохое начало утра. У меня тут произошел зацеп. То ли зацеп, то ли что ли, я не могу понять. В общем, клюнула щука. В одной из жерлиц сидит. Вот, зацепила вторую жерлицу. Давайте ее вытащим, если получится, так сказать, вытащить, потому что лунки сузились давно.
У нас на пол воды взяла жерлица, которая стояла. О, елка! Успел увидеть только пасть. Ну, небольшая. Хоть и небольшая, но щука была. Вот видите, утро уже неплохо начинается. Так вот. Так, ну что, друзья, сегодня с утра прям слышится уже гул снегоходов. Рыбаки потихоньку едут. Возможно, это те рыбаки, которые оставили здесь балок вчера. Но мы не будем на это обращать внимание. У нас пока 2 есть живца. Сейчас пойдем закинем жерлицы и начну потихоньку тут собираться. Может, тут что клюнет. Сегодня вечером мы уже уезжаем, поэтому вот такая у нас была рыбалка. Смотрите всю предыдущие дни с рыбалки. Видео смотрите на канале. Были хорошие трофеи, были досадные упущения, поэтому смотрите, в общем. Итак, дорогие друзья, вот настала зима, настали холода, время тепло одеваться. Я уже не первый год ношу костюмы фирмы ХСН и обувь от Евашус в эти морозы. Поэтому, друзья, вот всем рекомендую, практичная. Снег не липнет, ветер на снегоходе не продувает, ноги не мерзнут. Кому интересно, переходите по ссылке в описании, смотрите сапоги Евашус Титан, костюм ХСН Arctic 3. Вот он. Скоро мне должны костюм обновить, потому что он при таком эксплуатации, как у меня, быстро изнашивается, потому что у меня более суровая эксплуатация. Вот, везде задел, вот ледобуром задел. В общем, здесь где-то печку обжег, вот, поэтому ничего, нормально, все работает. Такой вот улов. Это одна щука лишняя, это правда вчерашний, из другого места. Так в основном все отсюда поймано. Вот. Снегоход весь припорошило. Давайте глянем температуру. Термоящик, клевая рыбалка. Ух ты, 31 градус. Ну нормально так, нормально, нормуль. Давайте здесь поставим, чтобы сразу видеть. Как теплее станет, снегоход заведем, попробуем завести, прогреть. Сегодня надо будет уезжать, поэтому пусть немного теплый стоит. Посмотрите, как щука моя трофейная выглядит в мешке. Хвост торчит из мешка. Так, поставил жерлицы, напилил дров нам на день. Тут клевало, не клевало, я даже не знаю. Наверное, клевало. Ну, съесть не могли, потому что там куски сала висят. На сало, знаете, как-то не очень. Итак, дорогие друзья, сейчас я соберу удочку в палатке, натоплю печку и хочу отправиться туда, в сторону мели, за наледь и сходить проведать вдоль границы наледи, вообще узнать, как, сколько воды вытекло, вот, заодно поискать сига на мели. В прошлый раз ребята не смогли найти, ни я не смог найти. Вот, и хочу покатать вот такой вот воблер, блесну вот такую
вертикального блеснения. Это изуми отправили. Вот. Также буду рыбачить на большую колебалку серебряную от якутской фирмы УРУ на больших щук. В основном вот эти вот две буду проверять. И если будет сик, то попробую резину от изуми. Вот. Все это, друзья, можно найти на сайте клевая-рыбалка.рф, поэтому переходите, смотрите. А что у нас получится поймать, смотрите в этом сюжете. Температура воздуха минус 30 градусов. Жерлицы все стоят. Так, краткий обзор, то есть инфо. Вон там вдали виднеются палочки. Это мы в прошлый раз там уже рыбачили. Я там уже рыбачил. Такого маленького стежочка поймал за весь день. Потом вот здесь вот наледь выскочила вот так вот. Ее не видно под снегом, но она есть. Я вот хочу узнать, где она вытекает и как, где у нее начало вообще. И вот сейчас войду вот так в обход, потом вон туда пойду. Потому что там вот есть типа прохода такого. Может быть там рыба. Давайте, погнали. О, смотрите, грязный лед, вот там вот. Сначала встал лед, сверху с этим песком накидала, а потом наледь вылезла и промерзла. И вот наледь я пробурил, и там вот слой вот этого песка вот он зацепил. И дальше уже видите, вот чистый лед пошел. Но получается, что чистый лед пошел, и да, вот здесь вот надо пробовать, потому что очень перспективное место. Вот здесь вот, по-моему, вот сигита и должны быть, потому что Дмитрий с Янычем в прошлый раз не дошли до сюда. Так, предлагаю сейчас сходить в палатку, заменить, все-таки поставить старые ножи для грязного льда. Ну, как сказать, старые. Они уже подтупились, но я думаю, что можно попробовать еще раз сделать испытание с затупившимися ножами для грязного льда. Попробовать побурить. Погнали. Сейчас попробую напрямик пойти к палатке.
Не вот так, как я вот здесь вот всех разных ходил, а прям по прямой. В прошлый раз по прямой шел, там в наледь провалился. Сейчас посмотрим, как будет. Вот она лежит, зараза. Да и глубокая, блин. Видите, здесь опасно уже, опасно. Он провалился. Вроде шел. Хотя тут шел-то я почему? Тоже походу по наледи, блин. Просто здесь твердый снег. Давайте выйдем. Ау! Ну да, тут кругом, ага. Кругом наледь. Смотрите, он как сапог сразу покрывается льдом. Поэтому, друзья, опасно очень. Не знающие места, не зная, ездить, суваться туда-сюда. О, снегоходчики шпарят. Ямаха заведется в минус 30 или нет? Так, я сейчас пошел за инструментами как-то. Ну давайте проверим. Оба. Доработанные для грязного льда. Видите, вот сейчас вот зима, как раз время. Это я то ли 2, то ли 3 сезона полностью в них. То есть ни разу их не менял. Они еще острые до сих пор. Вот сейчас вот и везу их на заточку Славе из магазина Самура в Якутске. Эти ножи, друзья, можете заказать по почте на сайте клёвая-рыбалка.рф. есть они. Сейчас я их поставлю. Так, давайте проверим. Думаю, что сперва будем проверять на больших щук. Серебряной блесной. Дело в том, что при опускании в воду все блесна покрываются вот таким вот тонким слоем льда, который надо счищать. О. Давайте измерим глубину сперва. Метр. Подо льдом где-то метр.
Проверим щук больших. Есть. Небольшая, но щука. Ну, стоять боятся. Ач. Успокойся. Вот такая щучка. Килограммчик может. Блесна серебряная. Думал, щука, а тут, оказывается, окунь здоровый. Ну что, быстро мы его. Такой хороший окушара. Ага. Застрял. Сюда. Нормальная такая. Хорошая щука попалась. О! Ху-ху-ху. Нормально. Нормаляк. Ну что сказать, друзья, посмотрите на мой улов. С 3 лунок 3 лунки пробурил, глубину узнал, понял, что туда она так вглубь заходит, вон до туда, и скорее всего хищника много здесь, и хищника, и остальных видов рыб, потому что малек там прячется от них, видать, щимится, кормится, не знаю, что делает. И поэтому, но, тут еще есть одно но. Здесь очень грязный лед. На этом, друзья, я заканчиваю рыбалку снаружи. Теперь я пошел в палатку, в тепло, греться. Потому что я еще не обедавший хожу.
Вот. Сегодня было минус 30 градусов. Староват я стал для таких рыбалок. Мне нужно, чтобы тепло было. С камерами. Вот. Ну поэтому в следующий раз, думаю, приедем сюда. Глубина здесь небольшая. Вот. Так что, друзья, у меня еще там 2 жерлицы возле палатки. Сейчас немножко палатки подубасим. Главное, что я взял окуня. Потрошки у меня есть. Глаза есть. Сейчас пойду разогрею его. Отогрею, он не сильно замерз. И продолжим рыбалку. А потом поедем домой. Все. Друзья, у нас загорелся флажок возле палатки только что. Пойдемте проверим жерлицу. Холостая сработка, что ли-то. Флажок сам по себе, походу, выстрелил. Что-то не отматывает. Не выматывает ничего. Никто ничего не выматывает. Ну, видимо, холостая. Я уже обрадовался. Давайте вытащим, посмотрим, что. Раз уж пришли так. Лунка нормально. Замерзла. Ух ты, ё-моё, там же щука сидит. Ну, пока непонятно. Трешечка. Двушечка. Что это такое? О, что-то за живот как-то попался. Вот. Ну, хоть как, зато попался, главное. Еще и с рыбой с моей во рту. Рыба изо рта торчит. Отдай. Отдай рыбу. Да, рыбу, говорю. Живца гони.
Так, друзья, я еще что пришел-то по поводу... Война войной, как говорится. А обед по расписанию. Сейчас мы попробуем пообедать и порыбачить. Что-то одно из двух. Либо порыбачить, либо пообедать. Посмотрим, как карта ляжет. Что там живец один нужен все равно. На жерлицу. Потрошки свежие поставил, окуневые. О, уже кто-то клюет, что ли? Я даже еще не приступал к еде, не притрагивался. Ай. Точно. Не дадут, походу, поесть. Ова. Ну что, в палаточке тепло. Клюет не хуже. Поэтому, друзья, палатку тоже нельзя исключать. Рыбалка в палатке. Сейчас надо как-то быстренько хлеб нарезать, как-то быстренько в рот закинуть чего-то. Иначе все. Останемся голодными. Так. Печку прикрою. Да ты что? Покушать-то не дадут. Не обедавший еще даже. Ну вот и все, дорогие друзья. Давайте на этом будем закругляться, потому что мне сейчас предстоят долгие изнуряющие сборы. Поеду до перемета, надо выдолбить перемет, снять его, уехать в деревню, посушить палатки, разобрать весь бутер. И мне еще нужно сегодня сделать пару съемок, съездить. Все, друзья, можете увидеть на канале Клевая Рыбалка Лайв. У меня есть второй канал. Там различные видео, которые не входят в основной канал. Но все полезное, все нужное, всякую ненужное не показываем. Всем хорошего настроения, не болейте, будьте здоровы. Подписывайтесь, делитесь с друзьями, пишите ваши комментарии. По возможности, если бывает время, я их читаю. Но в связи с тем, что часто разъезжаю туда-сюда, редко удается почитать. Поэтому, друзья, смотрите канал Баянай, тоже есть на ютубе. Клевая рыбалка. Будет много интересного. Всем пока.